Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу ала расулихи Мухаммадин ва алейхи асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие братья по религии, сегодня сказали о многом. Сейчас такое время, когда говорится много, а делается мало. В прошлом году, когда, как и сегодня, делали мавлид, я вам говорил, если придет чужой человек, даже если он прилетит с неба как птица, вы не следуйте за ним. Это то, что было в моем сердце, что я считал самым опасным. И вот, по истечении года, это выявилось. Ко мне пришел человек, сам он по национальности татарин, а жена у него русская, христианка. Он живет в каком-то российском городе, название я не помню, и не имеет никакой связи с алимами, совершенно никого не знает. Я даже спросил, может быть, хоть с кем-то знаком, но он ответил, что нет. Он интересовался разными религиозными тонкостями. Скажу вкратце, он мне говорит, что у него нахшубандийский тарикат. Я поинтересовался, кто тебя научил, что именно ты делаешь? Он ответил, что взял это из какой-то книги. Вот и выявилось то, чего я больше всего боялся. Для них это легче легкого, да и как иначе? Мы знаем, что тарикат – это нечто тайное, очень ценное, великое. Даже если придется истратить имущество, достаточное для совершения хаджа, нужно сделать это в поисках устаза. Вот такое это дело. Все, что мы сейчас делаем в тарикате, люди видят и слышат. Да и как же им не слышать? Во-первых, мы обучаем тарикату и практикуем его. Во-вторых, есть книги, рассказывающие о тарикате. Ими полны магазины. Сейчас любому лицемеру, знающему арабский язык, ничего не стоит прочитать их и выучить. Зная это, я начал расспрашивать его. И выяснилось, что он знает названия всех латаифов – сердце, рух, сирру, хафи, ахфа, а также делает зикру и получает какой-то результат. Видите как? Он говорит, что обо всем этом прочитал в книге, о названиях и расположении точек, о том, как делать зикру. Утверждает, что очень доволен этим и получает от него эффект. Как же не будет эффекта, ведь у шайтана немалая сила. Как-то раз, еще в то время, когда Мессия Расул Мухаммад, да простит его Аллах, был мюридом, произошло следующее. Когда он ненадолго отлучился, один из присутствовавших сделал его жене Равзат таваджух, духовное воздействие на сердце. И это оказало на нее сильный эффект. Затем тот человек ушел. Что сейчас о нем говорить? Его уже давно нет в живых. Когда Равзат рассказала о случившемся мужу, тот воскликнул: «Ва, да чтобы осел твоего отца умер! Разве можно так поступать? Что ты натворила?» Поругав ее таким образом и не зная, что делать, Мессия Расул Мухаммад, да простит его Аллах, отправился с ней к устазу из селения Инхо и рассказал ему все. Тот сказал: «Я теперь не могу сделать ей таваджу, не могу даже посмотреть на нее. Вы идите к Мухаммаду Арифу Кудус Сирру за разрешением». Они так и поступили, и все уладилось. Вот так. Нельзя верить полученному эффекту. Это воздействие шайтана. А этот бедняга еще радуется полученному эффекту. Я открыл ему истину, научил шазалийскому тарикату, посоветовал приходить еще. Больше я его не видел. Не знаю, что с ним. Вот так выявилось то, о чем я предупреждал. Видите, у любого человека есть возможность, прочитав книгу, исполнять накшубандийский тарикат, вплоть до того, чтобы делать зикру на латаифы. Вот откуда исходит для нас большая опасность. Еще раз говорю те же самые слова. Даже если человек прилетит, вы не обращайте на это внимания, ведь и Иблис летает как птица. Вот наши люди. Нам в них не нужны никакие караматы, не нужны кашфу, ничего такого. Истикамат. Вот самое великое, необходимое. Без него ничего не получается. У нас есть достаточно людей. Надо стараться получать от них пользу и крепко держаться их пути. Дай Аллах вам силы. Нельзя слушать все, что говорят, и следовать за каждым, кого увидели. Это время очень плохое. Видите, насколько в этом году стало хуже, чем в прошлом. Наверное, можно привести много примеров.
Я слышал, что уже и Евангелие перевели на аварский язык. Для чего его перевели? Зачем? Вот до чего мир ухудшился. Некому предостерегать нас, кроме нас самих. Будьте очень бдительны. Али Хаджи эту историю очень хорошо рассказывает. Я же расскажу коротко. У пророка, алейхиссалату вассалам, был один сподвижник по имени Кааб бин Малик. Когда все отправились на Газават в Табук, он остался. Не по причине нежелания участвовать в походе. Говоря вкратце, у него и хорошее верховое животное было, и возможность идти. Но он, наверное, занимался своими делами, думая, что успеет их догнать на следующий день. Таким образом он остался. Аллах не дал ему отправиться. Когда войско вернулось обратно, те, кто подобно ему остались, оправдывались, выдумывая причины. И пророк, алейхиссалату вассалам, простил их. Он же ничего не сказал в свое оправдание, а на вопрос пророка, алейхиссалату вассалам, о причине его отсутствия, честно во всем признался. Пророк, алейхиссалату вассалам, оставил этого человека, повелев ему уйти, пока не будет получено в отношении него повеление от Всевышнего. Кааб ибн Малик рассказывал, как, здороваясь в мечети, следил за губами пророка, алейхиссалату вассалам, пошевелятся ли они в ответ на его салам. Но пророк, алейхиссалату вассалам, не отвечал, и ему было очень больно. Еще было больно, что не отвечали даже его двоюродные братья. Все оставили его. По прошествии 40 дней пророк, алейхиссалату вассалам, повелел ему отдалиться от жены. На вопрос, не дать ли ей при этом развод, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, ответил, что следует лишь отдалиться, не разводясь. Тогда он сказал жене идти к своим родителям и оставаться там, пока не будет повеления от Аллаха. В один из дней на базаре он услышал, как выкрикивают чье-то имя, разыскивая его обладателя. При этом люди показывали на него, а затем к нему подошел один человек со свитком бумаги. Это оказалось письмо, написанное императором Византии, а глашатай был его посланцем. Видимо, Кааб ибн Малик был довольно известным человеком, раз император услышал о нем. Из письма стало ясно, царю известно, что пророк, алейхиссалату вассалам, отстранил Кааба, и он зовет последнего к себе, предлагая полцарства и все, что тот захочет. Прочитав это послание, Кааб бин Малик воскликнул: «Посмотрите, помимо той беды, разве нужна мне была еще и это?» Он разорвал свиток и вернулся к себе. Если бы он был подлым человеком, разве не пошел бы он за обещанным? Во время правления Умара Асхаба главой одной из областей был некий правитель, который принял ислам и отправился в хадж. Конечно, во время тавафа всегда собирается вместе множество людей. Но разве можно допустить, чтобы кто-то дотронулся до него? Он же правитель. В какой-то момент он ударил человека, совершавшего рядом с ним таваф, и тот пожаловался Умару Асхабу. Когда их обоих привели к халифу, тот сказал правителю: «Сделай так, чтобы этот человек простил тебя. В противном случае он должен будет ударить тебя так же, как и ты ударил его». Правитель возмутился: «Разве нет другого решения?» «Нет», — ответил повелитель правоверных. «Или сделай так, чтобы он простил тебя, или следует ударить тебя». Оставив ислам, правитель убежал, так и не совершив хадж. Не смог стерпеть даже такое. Вот теперь сравните, какая разница между ним и тем асхабом. У Ибн Абдул-Вахаба был брат Сулейман. Алимы знают. Он делал очень много наставлений своему брату, когда у того поменялось вероубеждение. И вот, когда тот не изменился и не исправился, Сулейман выступил против него, написав книгу. Смысл этого заключается в глубоком понимании им ислама. Если бы он был человеком, не понимающим ислам, то ничего этого он не сделал бы. Еще одна история. Вы ее тоже, наверное, знаете. Один человек провел 30 лет рядом с Абу Язидом аль-Бастами. Наверное, он был его мюридом, раз провел рядом с ним столько времени. А затем заявил: «Из тех скрытых знаний, которые вы получаете от Аллаха, я не получил ничего, хотя и провел рядом 30 лет». Абу Язид Бастами сказал ему: «Да что там 30? Даже если ты проведешь со мной 300 лет, то ты не увидишь ничего из знаний, о которых говоришь, потому что твой нафс стоит преградой между тобой и Аллахом». «Что же мне теперь делать?» — спросил тот. «Ты сними халат», — ответил Абу Язид Бастами, — «и выбрось его. Сними также чалму, сбрей бороду, закинь за спину мешок с орехами и ходи по улице. Подзывая детей, обещай орех каждому, кто даст тебе пощечину».
Тот возмутился: «Субханаллах, разве пристало такому человеку, как я, предлагать подобное?» Он не смог этого выполнить и попросил научить его сделать что-либо другое. Но Абу Язид Бастами сказал: «Для тебя нет другого лекарства. Видите, какой сильный нафс? Как он сможет снять халат и чалму, сбрить бороду?» Вот такой разный бывает иман. Самый большой наш недостаток – это слабость имана. А когда он слабый, вот и не справляемся. Еще вот что хотелось сказать. Разве слышал кто-нибудь из вас о человеке, чей брат, друг или любой другой близкий прыгнул бы в огонь, реку или со скалы, который тоже захотел бы умереть и прыгнул бы вслед за ним? Никто не прыгнет, если, конечно, он не совсем дурной. По слабости нашей веры, когда брат, сын, самый близкий человек уходит в ваххабизм, родственники ничего не предпринимают, даже не пытаются вернуть его обратно. Ни от чего другого сердце так не болит, как от этого. Я Гарин, если кто-то на машине попадет в аварию или случится что-либо подобное, поднимается весь тухум ему помочь, защитить, починить ему машину. Если попадет в милицию, то и туда бегут. А когда человек, который нам близок, уходит в ваххабизм, ну что это такое? Разве это малое дело? Не говоря уже о том, чтобы вернуть его, запретить ему это, сами идут за ним. Вот это непонимание. Если бы понимали, они бы не пошли. Был же случай, что один асхаб, да будет доволен им Аллах, в сражении при Бадре, прежде чем выйти на дуэль против своего сына, попросил разрешения у пророка, алейхиссалату вассалам, потому что он понимал ислам. Но, конечно, пророк, алейхиссалату вассалам, не разрешил ему. Чтобы так было и чтобы поступить так, как асхаб, нужен крепкий иман. Но в нас его нет. Вот за это больше всего и болит сердце. Дай Аллах нам его. Это то, что нам больше всего необходимо. Да сохранит вас Аллах в здравии. Еще вот что хочу сказать. Это касается и женщин, и мужчин. Нет разницы. До сих пор было принято доводить до степени муракаба ахфа людей, не способных даже прочитать написанное арабскими буквами, кроме как с помощью транскрипции, и ответить на вопрос, какой вирд им поручен. Женщины и сами это понимают, но все-таки нафс их тянет, и они не желают слушаться. Теперь нам это запретили, строго запретили. И это правильно. Зачем давать то, что не получается выполнять? Разве можно делать то, что обманывает их и нас? Я искренне, сердцем говорю, вот сейчас муракаба, которому меня научили, мне не выполнять нельзя, раз меня научили этому. Но если бы было возможно, я бы ограничился ма'аятом. Клянусь, ограничился бы. И мне ничего не было бы нужно, потому что не могу выполнять его в совершенном виде, и потому что в нем есть достаточное. Поэтому я вас всех прошу, как мужчин, так и женщин, вы довольствуетесь тем, что дал вам устаз. В этом для вас есть маслихат. Как-то одна женщина и впрямь обиделась. Что делать? Пришлось дать ей следующее задание. Ведь нельзя их обижать. Дорогие братья и сестры по вере, вы не обижайтесь на устазов. Будьте согласны с тем, что они говорят. Принимайте то, что они говорят, сердцем. Конечно, искренне принимайте. Не просто устами, а искренне, сердцем. И как же мне не будет трудно, когда приходится давать, в то время, как нас предупредили не давать? Что я буду делать? И что они будут делать? Не ставьте вы нас в эту сложную ситуацию. Ведь мы для вас плохого не делаем, только хорошее. Будьте довольны тем, что устаз вам сказал. В этом есть для вас счастье. Да поможет вам Аллах держаться правильного пути. Тут было пару вопросов. Читай. В нашем селе есть человек, которому дали разрешение на чтение хатму салават, а имам, не согласуясь с ним, начинает сам делать хатму, обосновывая это словами, что для его проведения достаточно наличия человека, достигшего муракаба. А что, тот, кому дали разрешение, не достиг муракаба? Имам, не согласуясь с тем, кому дали разрешение, начинает сам читать. Нет. Почему тот, кому дали разрешение, не делает это сам? Людей, достигших муракаба, там может оказаться 20-30. И что, все они примутся вести хатму? Разве разрешения не должно быть? Видимо, имам не дает ему это делать. Откуда, интересно, эти люди?
Здесь село не указано. Скажите тому человеку, которому дали разрешение, чтобы он пришел ко мне вместе с имамом. Пусть вдвоем приходят. Я скажу ему: ты остановись, вот он будет делать хатму. Так я ему скажу. Конечно, если он прислушается к тому, что ему говорят. Но если нет, тогда что делать? Необходимо разрешение. Такие вещи нельзя делать, оставив человека, у которого оно есть. Тут еще один вопрос. Я был мюридом устаза из Черкея. А теперь шазалийские и нахшубандийские мюриды куда должны идти? Понятно, понятно. Можно идти в Какамахи. Вот Абдул-Вахид. К нему можно идти всем даргинцам, так как бывают люди, не понимающие язык. Вот новый человек, который в Буйнакске, Абдул-Джалиль. Нахшубандийские и шазалийские мюриды, те, что с гор, могут идти к нему. Кто хочет, может пойти к нему, а кто хочет, остановится у него. Кроме того, между ними есть Али, чтобы давать шазалийский тарикат. Выберите одного, нельзя ходить в разные места. Теперь относительно меня. К примеру, людям, приходящим со стороны Чирюрта, нельзя, оставив меня, пойти в Буйнакск. Это будет с вашей стороны нарушением адаба, будь то шазалийские или нахшубандийские мюриды. А тем, кто спускается вниз с районов, зачем приходить сюда, оставив там Али? Они не должны приходить. У него возьмите шазалийский вирд и возвращайтесь. Но вот тех, кто пришел с гор к Абдул-Джалилю, он научит шазалийскому и нахшубандийскому тарикату. А махачкалинцам, тем, кто ходили ко мне, я говорю, только так будет получаться и так очень хорошо. Люди, которые были у меня, кто хочет, может пойти в Буйнакск, кто хочет, может приходить ко мне. Сами выбирайте одно из двух. Тот, кто пошел туда, пусть остается там. Тот, кто пришел ко мне, пусть остается у меня. Ведь нельзя ходить в два разных места. Объясняем и это. Сейчас все очень даже хорошо. А вот до поручения Абдул-Джалилю я не мог ночью уснуть из-за переживания за завтрашний день. Если я опоздаю на 5 минут, вы сами видели, как бывает переполнен дом. Пока одних проводишь, он снова переполняется. У ворот находишь еще толпу. Не было даже минуты свободной. Боясь, что не хватит времени и придется отправить их обратно, я бывал напряженным целый день. Я бывал напряженным и днем, и ночью. Теперь этого нет. Прежнего столпотворения не бывает. Люди приходят и уходят красиво. Наверное, и у него так бывает. Вот такой итог всего этого. Есть ли еще вопросы? Дорогие братья по вере, как быстро пролетело время после прошлогоднего Мавлида. Ничего бы, если только дни уходили. Проходит и жизнь. Да сделает Аллах баракатным вашу жизнь. Дай Аллах, чтобы каждый ваш шаг, сделанный сюда, вы сделали в раю. Иншаллах, как мы сегодня здесь собрались, также будем в окружении пророка, алейхиссалату вассалам. На это у нас есть надежда. Пастушьи собаки могут драться между собой, одна бить другую. Это обычное для них дело. Но когда увидят волка, они все вместе нападают на него. В Дагестане есть много разных ветвей. И это есть, и то. Я призываю к единству весь наш народ, не различая национальностей, алимов и джахилей, хакимов и нехакимов. Мусульмане, дагестанцы, объединяйтесь. Не различайте национальности и ничто другое. Держитесь правильного пути. Я уже говорил, не надо держаться за родственника и следовать за ним, чтобы вместе с ним прийти в ад. Вы объединитесь на правильном, истинном пути, и тогда, иншаллах, у нас будет баракат. Если же не объединимся, то окажемся виноваты, и есть возможность, что Аллах нашлет на нас любое наказание. Да примет Аллах ваш зиярат. Повторяюсь, желаю вам радости и здравия. Смотрите, моя жизнь подходит к концу. То, что говорит устаз, воспринимайте сердцем. Не ушами, а сердцем. Будьте согласны с ним. В этом для вас есть большая радость. И берите то, что он дал вам.